Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Деятельность многофункциональных центров остается востребованным у всех слоев населения, и прокомментировать текущий момент сегодня мы попросили заместителя руководителя МФЦ Республики Анастасию Лазареву. Анастасия Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. До единого дня голосования остается ровно месяц. Мы знаем, что 18, 19 и 20 сентября этого года пройдет единый день голосования. И в этот период запланированы выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва и 25-х муниципальных компаний. Как проголосовать гражданам, которые будут находиться не по месту своей прописки? На самом деле это реализованная возможность благодаря механизму «Мобильный избиратель». То есть человек может выбрать удобное для него место, где проголосовать, написав заявление через 3 способа. Первый способ – это через портал госуслуги в любом офисе центра «Мои документы», вне зависимости от того, где он прописан, либо в территориальных избирательных комиссиях. Мы, конечно же, говорим, что самый удобный способ – это подать заявление через портал госуслуги, потому что оформление заявления занимает буквально 2-3 минуты. Хочу обратить внимание граждан о том, что заявление может подать только лично сам гражданин. По доверенности это сделать нельзя. И все-таки, если человек передумал проголосовать по новому избирательному участку, он может аннулировать поданное заявление, но только до 14 сентября. Далее заявление уже не принимается. В этом году 1 июня появилась новая ежегодная семейная выплата для граждан, имеющих 2 и более детей. Часто ли к вам обращаются за ней и в чем ее суть? Да, это новое направление Социального фонда России. На самом деле услуга популярна, но в центре «Мои документы» обращаются не так много граждан за ее получением. Основная масса идет через портал госуслуг, потому что это гораздо удобнее. Суть выплаты состоит в том, что по факту это возврат уплаченного НДФЛ. Поэтому размер выплаты зависит конкретно от дохода родителя. Выплата полагается, в принципе, всем родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, которые воспитывают детей до 18 лет, либо до 23 лет, в случае, если ребенок учится очно. Но есть главное условие. Доход семьи не должен превышать полуторакратный размер величины прожиточного минимума на душу населения по месту прописки либо по месту проживания. То есть, если, например, взять город Якутск, то эта сумма не должна быть выше 42 039 рублей. Как я уже сказала, быстрее всего подать заявление через портал госуслуг. Срок ограничен. Нужно подать заявление, успеть до 30 сентября. В принципе, выплата ежегодная. В следующем году то же самое родители могут вернуть выплаченный НДФЛ в рамках данной услуги. Здорово, что появляется все большее количество различных мер поддержки. И помимо этой новой выплаты в МФЦ можно оформить все основные пособия на детей. Расскажите, пожалуйста, как сейчас продлеваются пособия и что изменилось в условиях назначения единого пособия? Да, действительно, в центрах «Мои документы» можно оформить полный перечень мер поддержки для семей с детьми, начиная от единого пособия, заканчивая региональными какими-то выплатами. Например, выплата на школьную форму, что сейчас актуально, да, для родителей школьников, и распоряжением республиканским материнским капиталом. Но вот основные изменения, как вы уже сказали, они касаются назначения единого пособия. Здесь идет конкретно изменение 2 условий данной выплаты. Первое – это расчет перечня объективных причин оснований отказа. Для получения выплаты, если у заявителя отсутствует доход, он его должен обосновать, то есть должна быть уважительная причина. И в перечень таких причин включен уход за близким родственником, который может быть, например, уход за пожилым родителем, за больным ребенком, да, за тяжелобольным супругом. Но при этом есть условие, что данный уход должен быть зафиксирован в Социальном фонде России. В этом случае действительно отсутствие заработка может стать уважительной причиной, и пособие будет выплачено. И второй момент – это подтверждение текущего местонахождения заявителя. То есть если раньше выплата назначалась по расчету местонахождения и по текущему прожиточному минимуму, да, заявителя, то сейчас берется соотношение данных, то есть социальный фонд уже проверяет фактическое проживание заявителя.
Оно может проверять место работы, место получения пенсии, место получения различных льгот. И если данные не совпадают, то он может запросить дополнительные подтверждения. И так как большинство мер поддержки, они назначаются на основании дохода семьи, если он низкий, да, то встает вопрос неоднократно, считается ли моя семья малоимущей, полагаются ли мне эти меры поддержки. Да? Поэтому для упрощения этого вопроса мы создали сервис на региональном портале Е-Якутия. Он так и называется «Расчет для семей с детьми права признания малоимущими». Да? То есть здесь заявитель вбивает состав своей семьи, забивает свои доходы, и сервис ему показывает, что ваша семья является, да, действительно нуждающейся, вам положена мера поддержки. Поэтому призываю граждан пользоваться новым сервисом на региональном портале Е-Якутия без авторизации. Да, действительно, в последнее время очень много говорится о цифровизации госуслуг. МФЦ Якутии идет в ногу со временем. Скажите, что нового вы можете предложить жителям республики? Ну, один из самых наших востребованных сервисов на сегодняшний момент – это чат-бот МФЦ в национальном мессенджере МАКС. С начала года им воспользовались уже больше 50 тысяч граждан. С помощью него можно записаться на прием, отменить запись, узнать местонахождение отделения и узнать статус обращения. Это все делается легко через данный чат-бот. И еще одна его фишка – это можно получить консультации онлайн со специалистом МФЦ. Многие заявители, когда пишут онлайн-консультации, думают, что общаются с ботом. На самом деле они общаются с живым оператором, который консультирует по всем вопросам. Ну и для жителей труднодоступных наследников мы разработали тоже формат видеоконсультации, который называется теле-МФЦ. Здесь тоже можно будет записаться на консультацию, подключиться на прямую связь со специалистом и получить полную консультацию. Также можно получить и бесплатную юридическую помощь, пообщавшись с нашим юристом. Очень удобно. МФЦ также предоставляет меры поддержки для участников СВО и их семей. Какие нововведения есть в этом году? Ну, с этого года в 14 арктических районах, в которых нету социальных координаторов Газфонда «Защитники Отечества», начат прием заявления на получение рекомендаций на открытие своего дела по линии соцконтракта, по линии управления социальной защиты населения. Этот документ предназначается для ветеранов боевых действий и позволяет открыть свое дело в упрощенном режиме, потому что получение соцконтракта, в принципе, оно учитывает все доходы семьи. А если в семье есть ВБД, так сказать, да, ветеран боевых действий, то, соответственно, его доходы не будут учитываться, и ему будет легче начать бизнес в рамках данного проекта. Действительно, все пакеты, да, так сказать, ну, документов, да, всякие различные услуги подаются через госуслуги. Все-таки что делать тем, у кого такой возможности нет, там, компьютера или не могут пользоваться, да, смартфонами? Что в таком случае? Как им быть? На самом деле в республике довольно-таки широкий перечень возможных мест, где вообще, в принципе, можно выйти в интернет и, соответственно, получать услуги в электронном виде. Да? Ну, если говорить про центры «Мои документы», во всех офисах МФЦ есть специальные секторы пользовательского сопровождения. Это те места, в которых специалисты МФЦ за руку ведут гражданина, помогают оформлять электронное заявление. То есть таким образом они обучают гражданина, как это делать. Да? То есть в следующий раз гражданин уже по старой памяти может сам это сделать. Помимо этого, все наши окна работают по формату мультиокна. То есть, если заявитель подошел к нам за получением традиционной услуги в бумажном формате, но при этом ему понадобилось получить электронную услугу, это можно сделать тоже без проблем. Помимо этого, есть очень много секторов электронных услуг в библиотеках нашей республики. Это практически все библиотеки города Якутска, центральной библиотечной сети, и библиотеки районов нашей республики, которые имеют специально оборудованные места с выходом в сеть интернет, и где сотрудники библиотеки оказывают методическую помощь при оформлении госуслуг. Хочу еще отметить проект «Цифровой уполномоченный на селе». Он
реализован сейчас в 3 населенных пунктах. Анастасия Алексеевна, мы действительно затронули в нашем с вами диалоге очень множество тем, начиная от выборов, заканчивая мерами поддержки участников СВО. Если попытаться, да, подвести, так скажем, краткий итог, что бы вы хотели сказать жителям республики в завершении нашего интервью? Действительно, на самом деле очень много изменений, много услуг внедряется, много сервисов. Разобраться в них бывает немножко сложно. Поэтому я хочу призвать наших заявителей, наших граждан не бояться, задавать вопросы, если что-то непонятно, во всех точках нашего присутствия. Мы находимся и в социальных сетях разрешенных, и в национальном мессенджере МАКС, и по контакт-центру 8 800 122 16 наши сотрудники с радостью, с удовольствием проконсультируют по всем вопросам получения государственных и муниципальных услуг. Спасибо. Я хочу сказать отдельную благодарность вам за то, что вы рассказали подробнее о деятельности многофункционального центра. Действительно, он по сей день остается востребованным для всех слоев населения. И я тоже для себя взяла пару моментов на заметку. Спасибо вам, что побывали у нас в гостях. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.